алейкум, братья и сестры, Деди Кахыл. В эфире программа «Благонравная» и я ее ведущая Хэди Джамалдинова. Сегодня, с позволения Всевышнего, мы поговорим о первой мусульманке, о великой женщине, жене нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Хадиджа, да будет доволен ею Аллах. В мусульманской истории Хадиджа является идеалом жены и матери, настоящей женщиной с большой буквы. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, вышла замуж за святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда ей было 40, а ему 25. Она прожила с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, 25 лет, в течение которых она была его единственной женой. Когда снизошли откровения от Аллаха, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, стал последним посланником, именно Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, первая поверила в это и стала первой женщиной-мусульманкой. На тот момент ей было 55 лет. Ее принятие ислама очень сильно помогло в распространении этой религии среди мекканцев. Подробнее же о Хадидже мы поговорим сегодня с нашей гостьей Марьям. Добрый день, Марьям. Добрый. Марьям, расскажите, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, познакомился с Хадиджей? Если посмотреть на историю взаимоотношений между Хадиджей и нашим пророком, да благословит Аллах и приветствует, то надо сначала, наверное, узнать, какого рода была Хадиджа. Хадиджа была из знатного рода, Курайшит. Она владела большими караванами верблюдов. И в один момент ей понадобился человек, которому бы она могла доверять, который бы провел караваны и который бы не обманул ее. Она несколько раз отправляла слуг в Мекку для того, чтобы нашли ей именно такого человека. И ей нашли нашего пророка в будущем, Мухаммада. Когда ей слуга сказал о нем, конечно же, там тоже наводили справки. И когда они узнали, что этот человек, он очень верный человек, она обрадовалась. И она доверила ему караван, большой караван верблюдов, который он повел в Сирию. А своему слуге перед выходом она сказала, что следи за всем и расскажи мне все, что будет происходить с вами в дороге и там, в Сирии. Когда караван вернулся, то она узнала от своего слуги, что было на самом деле. Он рассказал ей, что там, где был пророк, а сами знаете, что жарко там очень сильно, что там, где был пророк, там была постоянно птица, она как будто прикрывала ее своими крыльями от палящих солнечных лучей. И облако было, постоянно облако, то есть он был как будто, знаете, как будто вот действительно его что-то оберегало свыше. Если караваны верблюдов падали от усталости, одного прикосновения и поглаживания по ноге хватало для того, чтобы верблюд поднимался и шел дальше. То есть вот слуге было это все интересно. Он запоминал и он рассказал об этом. Потом он рассказал также историю с монахом. Монах спрашивал его о человеке, который шел вместе с ним. И потом он разговаривал с Мухаммадом, этот монах. И монах пришел к мнению, что это последний пророк наш, да благословит его Аллах и приветствует. А после того, как караван вернулся, значит, когда Хадиджа увидела прибыль, что она поразилась, что действительно человек очень честный, человек, которому можно было доверять. Хадиджа была 2 раза в браке, и второй раз закончился тем, что ее муж умер. Очень многие сватались к ней. Очень многие, почему? Потому что она богатая была женщина, но она не давала свое согласие, как будто знала. Сами знаете, что есть, все предопределено в этой жизни, судьба ее была другая. И она сама, несмотря на разницу в возрасте, что действительно, как вот ты сказала уже, что она была старше его на 15 лет, она сама предложила ему взять себя в жены, через свою подругу. Подруга пришла, поговорила с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и он поговорил с 2 дядями. Те пошли засватали. То есть вот так вот начиналась жизнь, их совместная жизнь. А как она поддержала пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в первые годы его пророчества? И проявляла ли она недовольство, если он подолгу задерживался в пещере Хира? Первый человек узнал о том, что снизошли пророчества до нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была именно Хадиджа. Именно он прибежал тогда из горы, и именно он. Его трясло от страха, потому что человек был напуган, человек был растерян. А если представить себя на его месте, это и нас бы взял страх. То есть человек не понимал, что происходит. И именно Хадиджа, она как мудрая женщина, она успокоила его. Потому что женщина может на самом деле все, мудрая женщина тем более, в 2 раза больше. Она успокоила его, и она посоветовала, и вместе с ним сходила к своему дяде. Они рассказали все это дяде.
То есть, и когда было тяжело пророку, да, вот она всегда была рядом с ним. Она первая женщина, которая приняла ислам. Она первым человеком после нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, приняла ислам. Она совершала намазы в тот момент, когда ему угрожали смертью. Сами знаете, что было в тот момент, что, ну, можно так сказать, что у раба была чуть ли не гражданская война своего рода. Потому что у них были идолы, у них не один был бог, а их было много. И каждое племя верило своему богу. А пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, он им навязывал что-то другое, непонятное им. Это было, конечно, сложно, не каждое верили. Смотрите, даже его родственники не все его поддержали. Не все были такие, как дядя, допустим, Хамзат, да? И Хадиджа, она поверила ему полностью, она поверила ему всей душой, всем сердцем. И как она помогла в первые годы пророчествования? Но, во-первых, она его очень сильно поддержала. И в тот момент, когда люди лишили его денег, а это было, к сожалению, было. И именно она этими деньгами помогала нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И то, что было сказано в Коране, она делала все, что было сказано там. Снисходили пророчества, и она исполняла первое. Она помогала людям. Она раздавала свои деньги. Она раздавала деньги не только свои, она же ее родом. Получается, она помогала сиротам, она помогала вдовам, она помогала старикам. То есть была поддержка очень большая с его стороны. Когда все лишили его денег, именно она помогла ему. Именно она ему доверила свое состояние. Мы знаем, что ее среди мекканцев называли Тахира, что в переводе означает «чистая». Почему? Ну, потому что действительно она была чистая. Это было до исламского, да? Да, она до ислама уже была. И на самом деле Аллах не каждого приводит в ислам. Ее привел, потому что вот именно Тахира, вот именно то, что с ней потом в жизни произошло, это, наверное, из-за того, что она была чиста. Она была и в помыслах, и в своих начинаниях честная. И еще ее слову можно было верить. Если Хадиджа сказала, никто уже не сомневался, что она нарушит его. А как вы считаете, пророк, да благословит его Аллах приветствует, был счастлив в браке с Хадиджей? И можно ли сказать, что в наше время молодые семьи также счастливы в браках? И почему, по вашему мнению, очень много разводов в последнее время? Вот если посмотреть всю историю их взаимоотношений, да, можно сказать, 25 лет в браке – это на самом деле очень много. Это сложности, это не всегда, во-первых, разные характеры, разное воспитание, ну много разного. Бывают такие ситуации, когда действительно сложно сдержаться, да, свои эмоции, все. Хадиджа была очень мудрой женщиной, очень умной женщиной. Она понимала его, ну, наверное, здесь любовь, слово подходило к ним, именно любовь. Они любили друг друга. Почему? Потому что, смотрите, прожив с ней 25 лет в браке, когда она умерла, это был год скорби. Для пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это была действительно боль, это была действительно, да, это, но горе было. Когда умерла твоя любящая тебя жена, да, которая поддержала, которая поддерживала его. И именно, смотрите, здесь, она родила ему 6 детей. Только один сын был не ее, Ибрахим. Она родила ему 2 сыновей и 4 дочерей. Этот брак действительно был благословенным браком. И получается, если посмотреть потом, сколько, потом уже ему разрешено было брать жен. Не одну, а многих. И у него ни с одной из этих жен он не жил так счастливо, как с ней. И даже та же самая Аиша, которая была самая молодая, самая такая веселая, самая смышленая, она ревновала к взрослой, к умершей женщине. У нее была зависть к ней, она знала, что это была любовь. И когда наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, раздавал мясо жертвенных барашков, когда он отдавал подругам его Хадиджи, ну это была ревность, это была настоящая женская ревность. И смотрите еще, когда пришла сестра, когда он слышал голос сестры Хадиджи, и когда этот голос взволновал его, потому что это голос был голосом его жены, у них голоса были похожи, то и в этот момент Аишу, ревность душила. Что сейчас, посмотрите, вот сейчас получается, что можно брать 4 жен, да, можно брать до 4 жен. Но сейчас, вот, допустим, если Чечня посмотреть, как правило, это одна жена. И 2 года, год, 3 года и разводы. Вот огромное число разводов, к сожалению.
Если посмотреть, вот есть книжка «Семейные отношения в исламе», да, вот я бы хотела бы, чтобы все женщины, все мужчины эту книгу почитали, потому что там сказано, там именно в этой книге написана жизнь, немножко жизнь его с женами, жизнь нашего пророка с женами, да благословит его Аллах и приветствует, и как надо относиться к женам, к своим. Получается, там, где одна жена проще, там, где несколько жен, там сложнее. Но и с одной единственной женой женщина почему-то не уживается со своим мужем, разводятся. То есть мы не берем, наверное, ну для многих женщин, да, мы все знаем о Хадидже, да, это, конечно, все приветствуем, что вот она была мудрая, но у нас у самих, наверное, не хватает такта, не хватает мудрости и мягкости. И, наверное, не хватает имана. Вот я так думаю, почему-то. А как вы считаете, чего еще не достает современным девушкам в поведении? В чем бы им стоило равняться на Хадиджу? Ну, мне кажется, во всем. Вот она, если пророк, да благословит его, Аллах приветствует, примером для всех нас, то именно Хадиджа, она является примером для женщин. Если бы женщины посмотрели, как была счастлива она, они бы повторяли то же самое, что и она. Посмотрите, малейший пустяк и ссора, малейшая нехватка денег и ссора. Да, ну не хватает, это вот действительно не хватает у нас имана, не хватает, наверное, именно духовности, не хватает терпения. Вот то, что было у Хадиджи, нам этого не хватает. Вот знаете, еще я бы хотела сказать, я Хадиджу понимаю как женщина, я сама с мужем прожила 25 лет в браке, но я разошлась по другой причине, я приняла ислам, он нет. То есть 25 лет, вот я могу сказать, что это очень сложно на самом деле. И я была жесткой женщиной, вот у меня не хватало мягкости. Приняв ислам, только у меня сейчас эта мягкость, я мягче стала. И вот сейчас я смотрю на свою прошлую жизнь, да, но я благодарна Аллаху именно за то, что Он мне позволил стать мусульманкой. Что я сейчас вот, если бы слово такое спорное, но жизнь началась сначала, наверное, я бы все сделала по-другому. То есть вот, и знаете, для меня почему еще ближе, почему вот я согласилась именно на эту передачу о Хадидже, потому что мне ближе она была единственная. И чувство ревности ей не была присуща, она не было тогда, да, еще не было разрешено до 4 жен, но ему было разрешено больше. Скажите, а с какими трудностями сталкивались в своем браке пророк, да благословит его Аллах приветствует, и Хадиджа? Были ли они у них между их Конечно, были. Тут, во-первых, смотрите, когда пророк наш, да благословит его Аллах и приветствует, когда он объяснять людям начал, что такое единобожие, да, само собой, среди арабов тоже произошел своего рода раскол. И не все ему верили. Многие считали его, что он придумывает, что он лгет. Много людей было неверующих, да, даже среди его семьи. И когда, вот представьте состояние женщины, да, вот Хадиджа, когда ее мужу грозят расправой, то есть его фактически грозили тем, что убьют. И только иман, наверное, только любовь к нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, держала ее рядом с ним, потому что это не каждая женщина бы, наверное, выдержала без имана. Потому что когда она же понимала, что это и ее может задеть, ее тоже могли бы убить. То есть и она не боялась. Она человек знатного рода, да, которая привыкла к деньгам, и так просто распрощаться с деньгами, наверное, тоже было сложно, потому что это тоже, знаете, это, конечно, любовь к детям, это прекрасно все, но и с ее стороны же родственники не все понимали, что она делает правильно. То есть вот эти сложности были. Потом, когда были времена, когда не было кушать, и она тоже через это прошла, и именно это время укротило ее жизнь, наверное. Потому что, испытаний у нее было много. Потом, смотрите, испытания, когда умирает твой ребенок, когда первый мальчик умер рано, ему, по-моему, 2 года только было, и второй вообще последний, у нее было только 2 сына и 4 девочки. И второй тоже, который родился, он вообще в грудном возрасте, он маленький умер. Больно, конечно, больно. Это была боль, это было испытание. Но, тем не менее, они же понимали, что взамен Аллах даст лучше. То есть, и она, не знаю, для меня Хадиджа это, идеал женской красоты, наверное, и доброты, и щедрости. Вот в одной женщине много хороших качеств. Все лучшее было собрано именно в ней.
Вы знаете, один из мудрецов сказал, за каждым великим мужчиной стоит женщина, которая помогает ему, будь то мать или жена. 3 женщины сыграли немалую роль в жизни 3 мужчин, представлявших великие религии. Асия в жизни Мусы, Марьям в жизни Исы и Хадиджа в жизни пророка Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует. Все они заботились о пророках до посланничества и поддерживали в период пророчества. Поэтому посланник, да благословит Аллах и приветствует, сказал, собрав их в тексте хадиса: много мужчин достигло совершенства, из женщин стали совершенными только Марьям, дочь Имрана, Асия, жена фараона, и Хадиджа, дочь Хувейлида. Марьям, спасибо вам большое за такую интересную и познавательную беседу. Молодые сестры-мусульманки должны знать о том, насколько Хадиджа, да будет доволен ее Аллах, была предана своему мужу, и как много она сделала для него во имя Аллаха. Сегодня любой мусульманин был бы счастлив и гордился бы иметь такую жену. Именно такие великие мусульманки, как Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, могли бы изменить сегодня этот мир в лучшую сторону. На этом мы завершаем нашу передачу. С вами была Джамалдинова Хеда, Адикея Шумаш Ой.